Всем добрый день. Надеюсь, нас хорошо видно и слышно. Мы находимся на татарском празднике Сабантуй, который проходит в эти минуты на территории парка «Зеленый остров» при поддержке местных властей уже в 12-й раз. Официальное начало мероприятия, открытия праздника будет в 13 часов. Также к часу дня ожидается прибытие губернатора Омской области, который поздравит татар со сцены. Так, с вами я, Юлий Макаров. Надеюсь, меня слышно, не только видно. Еще со мной Камиль Сайфуллин, который представляет, в общем-то, сибирских татар города Омска. Пойдем отойдем подальше, потому что вообще, я думаю, то есть так все кричит, шумит, что вот я боюсь, что невозможно будет общаться на фоне такой музыки. Есть ли возможность включить звук и посмотреть, есть ли звук? Да, музыка играет, все. Так, звук есть. Я надеюсь, будет слышно также наш голос. Так, Камиль, все, мы в эфире. Расскажи вообще, что из себя представляет этот праздник для всех людей народностей города Омска, потому что все-таки это именно татарский или мусульманский праздник для начала? Это именно Сабантуй тюркский праздник, который празднуется тюркскими народами. И Сабантуй проходит у нас в Омске. Он возобновился с 2007 года. Ранее он не проводился с 1941 года, то есть последний 22 июня последний Сабантуй прошел в 1941 году. Именно с этого Сабантуя многие люди ушли на фронт, на Великую Отечественную войну. Но прошли годы, и вот спустя 70 с лишним лет мы уже 12-й год подряд имеем возможность собираться в центре города, в парке, где зелень, где куча народу, лето, солнце, и проводим кучу татарских аттракционов и наблюдаем несколько часов концерт. А вот вопрос, а почему только 12 лет назад вы начали проводить Сабантуй? Что мешало раньше? Ну, я думаю, во время советской власти как-то не принято было праздновать такие праздники. Советская власть окончилась аж 25 лет назад. Это началось в 1997 году, когда уже появились какие-то национальные объединения, которые пожелали это все возобновить, появилась финансовая возможность. И с 2007 года имеется в виду, да. И именно в этот момент все это началось. Ну, я думаю, в деревнях мы и раньше отмечали. Я парень деревенский, у нас Сабантуй проходил и раньше 2007 года. Так, сейчас я переключу камеру немножечко. Так, Камиль, я попрошу посмотреть просто, как вообще. И, пожалуйста, напишите, да, как со связью. Слышно, видно все, да, нас? Это Зеленый остров, у нас спрашивают, звук есть? Вот отлично, Камиль у нас будет как раз озвучивать комментарии, потому что, да, у нас вот такая схема. У нас с праздником. Что показать, что рассказать, пожелания, заявки, все принимается. Говорит, народу мало, можно показать. Пойдемте народ покажем, да. У нас люди собрались уже, все стоят, ждут. В час у нас стартует торжественная церемония открытия Сабантуя. Поэтому люди будут подтягиваться вплоть до 12:30, когда начнут работать аттракционы. Смотрите, какое черное мороженое. Это наши гости из Петропавловска, из Казахстана. Его зовут... Какое черное мороженое. Да. Ренат, подходи, пожалуйста, к микрофону. Мы в прямом эфире ВКонтакте. Можешь рассказать, с какой целью приехали в Омск? Мы приехали с целью обмена опытом. У нас будет 1 июля тоже Сабантуй посмотреть. До этого мы были в городе Кокчетаве. Завтра будет Сабантуй в городе Астане, туда мы не поедем, решили единогласным решением поехать сюда, в Омск, посмотреть, как живут татары в России, посмотреть опытом и пообщаться с нашими друзьями. Вот с Камилем мы знакомы уже с Дней татарских молодежи, которые проходили в городе Казань в 2013 году. И как бы татары вместе мы сила, нужно делать так, чтобы все татары чувствовали себя в каждом городе как дома. Здесь нам очень нравится, все нормально. Ренат, скажи, был ли ты ранее в Омске и чем тебе понравился Омск? Ну, раньше я был здесь, когда курс рубля был тенге, 3 тенге. Тогда мы приезжали сюда за покупками, и нам здесь все нравилось тогда. И как бы... Не, просто я предлагаю отойти немножко, а то Да, слишком да. много шарахает. Пойдемте разговаривать по походу. Да. Тогда мы могли купить все, что мы хотим, как бы по разумной цене. Но здесь нравится то, что у вас разнообразие блюд, вот шашлыки, плов есть. У нас только шашлыки, в принципе, и все. В этом плане хорошо. А скажи, в количественном показателе, сколько людей в Казахстане собирается на Сабантуй? В Казахстане у нас в каждом городе есть татары. И в количественном, ну, в принципе, ну, так же, вот как у вас, вот у нас в городе Петропавловске точно так же проводят столько же народу.
в Астане будет завтра. В Астане, наверное, еще больше народу, наверное, я думаю. И как бы татаров везде много, и вот собираемся в каждом городе Казахстана. Скажи, ты один подъехал? У нас приехало 7 человек, мы активисты татаро-башкирского общества Дуслык. И вот мы сейчас активно общаемся, мы дружим с Астаной, с татарами. Хотим сейчас вот установить дружеские отношения с татарами города Омска. И вот так. Скажи, пожалуйста, вот многие знают, Казахстан считается, что это родина. Ну, Казахстан это казахи, да? Как татары оказались в Казахстане? Ну, это, наверное, у всех история разная. Кто-то приехал с Казани, когда они хотели, чтобы их Иван Грозный крестил, наверное, поэтому в поисках лучших земель. Как бы, в принципе, нам живется нормально, как бы. Ну, сейчас вот мы собираемся на форум в Казань тоже поехать, вот в августе будет. На Казахстан донос что-то там 5 человек квота, у нас в Петропавловске собирается 2 человека, 1 певец, 1 организатор, вот мы поедем. Спасибо, Ренат. Мы сейчас, я думаю, продолжим. Да. Я прошу пока посмотреть комментарии, может быть, что-то нам написали еще, да. И как бы повторяю, что мы находимся в ожидании главы Омского региона Александра Буркова. Что за праздник у нас? Ну праздник, ну давай расскажем. Сабантуй, да? Да, для тех, кто присоединился, у нас сегодня праздник Сабантуй на Зеленом острове. Мы сегодня проводим аттракционы, и у нас будет сегодня борьба на поясах, национальный вид спорта. У нас же будет концертная программа с часу дня до 6 вечера практически мы здесь. Подходите, мы вас всех ждем. Вот такой вопрос. Вот почему, допустим, Сабантуй на Зеленом острове проводится сегодня, а уже какой-то Сабантуй вот в районах Омской области проводился, впереди в Тиврийском районе. У этого вообще праздника есть какая-то определенная дата? Или Сабантуй это в принципе любой праздник у татар? Ну, Сабантуй вообще пару столетий назад, даже еще, может быть, до индустриализации, Сабантуй был народным праздником плуга, то есть окончание посевных работ. Люди собирались, праздновали, готовили баранину, готовили вкусные татарские блюда, проводили состязания среди мужчин деревенских, чтобы выявить сильнейшего. Сейчас Сабантуй проходит в удобное летнее время, когда тепло, когда можно выйти на солнце, расставить палатки, да, покушать, посидеть, устроить пикник. Поэтому Сабантуй проходит и в районах, и в деревнях, и в городе. Проводится он в разные дни, чтобы люди смогли съездить в гости друг к другу. И нельзя это сделать все в один день, как, например, Масленица, да? Нам так становится удобней. А вот такой вопрос. Кроме Сабантуя, какие еще важные татарские праздники есть, связанные именно вот с циклом земледельческим? Я так понимаю, что у любого народа все равно важные праздники привязаны так или иначе к какой-то народно-хозяйственной деятельности. Вот у вас тоже, вот вы сказали, посевная, правильно? Ну, есть тех народов, которые живут вдоль реки Иртыша, праздник ледохода. То есть мы в городе собираемся в конце апреля, спускаемся, смотрим, как идет лед, снимаем это все, фотографируем, публикуем в сеть. А пару столетий назад люди праздновали это как начало весны, начало новой жизни, когда вода тает, лед начинает движение, и это считалось большим праздником у татар. То есть ледоход это такой новодел, получается, это изобретение именно сибирских татар, получается, так? Ну, если смотреть по тому, как рассказывают этнографы, это было именно на Иртыше, именно у сибирских татар. Если у тюрков смотреть, тюркский праздник есть у нас Навруз. Он не является мусульманским, именно тюркский. Татары и казахи его празднуют. Но Навруз у нас проходит в конце марта. Смотрите, кто-то говорил мало народу. Я вижу возле сцены очень много людей, кто ждет концертную программу, кто ждет торжественную церемонию открытия. И я вижу тех, кто ходит, гуляет по аллее, уже может приобрести плов, шашлык. Вот вопрос. Я смотрел фотоподборку по празднику Сабантуй, когда искал, как оформить стрим, да. Так. Что? Уже, да? И пойдем. И вот видел везде счастливых победителей с баранами на плечах. Здесь тоже будут кому-то живого барана дарить? Ну, мы нынче решили сделать иначе. Мы каждый год дарили живого барана, но сегодня такое... Современный мир трактует свои условия. Барана тяжело привезти в город. Во-вторых, часто победители не знают, что делать с бараном. Они его тут же продают сельским жителям, и те увозят его в деревню.
И мы решили вместо живого барана подарить какой-то ценный подарок, который мы объявим в конце в 4 часа дня. Ну а вот, собственно, на праздник прибыл глава региона Александр Бурков. И вот мы в настоящее время сопровождаем уже официальную делегацию праздника. И сейчас будет дан старт официальному открытию. Так, что там Камиль пишет в комментариях пока? А в Казахстане, оказывается, татары живут. Но это, да, неудивительно. В Казахстане и русские, и татары есть, и казахи. Как же хочется на Сабантуй эчпачмаков поесть, пишут у нас тут в комментариях. Вот, кстати, мы видим и... Так, а нет, перепутал. Показалось сначала, что шел экс-губернатор Леонид Побежаев, но нет, обознался. Немножко похоже было сбоку, если... Так, ну все, сейчас у нас начало, можем подойти поближе к сцене. Здесь вот какой-то... Да, ну и, наверное, попробую сейчас вторую руку. Да. Вот тут. Так, надеюсь, звук остался, звук не пропал. Так. Можешь сейчас вот через какое-то время, когда будет сцена видно, проверить, остался ли звук. Я просто гарнитуру выткнул прямо вот по ходу трансляции. Приветствую всех. Так. Идет, да? Да. Ну, отлично. Для зрителей поясню, что вот сами, наверное, отмечаете, что не видно хорошее качество трансляции теперь у нас. Да, и какие-то вещи идут в экспериментальном порядке, поэтому, конечно, да, я вот, допустим, впервые во время стрима воткнул и выткнул гарнитуру, звук не прервался. Разбудили важного парада, разбудили утку хромоножку, разбудили беленькую кошку, разбудили тетушек наседом, а потом и солнце напоследок. Хорошо, сейчас я вам сделаю чуть-чуть поменьше цветов, если хотите. Все для вас, уважаемые зрители. Сейчас, так. У нас Сабантуй на Зеленом острове, у нас хорошо. Да, видеотека. Так. Ну вот так с цветами сделал. Чуть поменьше насыщенность, я думаю, теперь всех все устроит. Но если кому-то захочется вернуть яркость, то скажите только 2 клика и будет снова ярче все. Я могу черно-белую сделать трансляцию, слушай, вот нас.
Узып бала юлынан узаны, атлар белән килә ерак тарихлардан. И что, можно? Баранину можно, конечно, поесть, есть шашлык. Алсу таңнар якты иртәләрдә, чәчәк күмгән шыклы болында. Бәйрәм итә бүген шәһәр халкы. Хезмәт туе, сабан туенда. Уважаемые друзья и гости нашего города, встречайте участников татарского праздника Сабантуй 2018. Вокальный ансамбль «Дуслар» и детский танцевальный коллектив «Гылляр» Черталинского сельского клуба Муромцевского района являются активными участниками районных культурно-массовых мероприятий, праздников и фестивалей. Ансамбль успешно... Привет Москве, привет Петропавловску. И я сейчас внимательно могу читать ваши комментарии. Вокальный ансамбль «Сандугач» Инцильского сельского клуба Муромцевского района, помимо концертной деятельности и участия в районных мероприятиях, является организатором поселенческих, национальных традиционных праздников, активно пропагандируя народную традиционную культуру. Народная студия татарского творчества «Алмаз», руководитель Гузалия Чумарова. Вокальный ансамбль «Туганьяк», руководитель Загиля Буксагитова. Вокальная группа «Волшебные грезы», руководитель Наталья Савина. Сабина Агафурова, город Омск. Денис Сиганов, Регина Гараева. Риана, солистка центра детского Что, по цветам стало лучше или вернуть повышенную сочность? Караманова. Голосуйте в комментариях. Гости из Петропавловска, северо-казахстанский отмечена более насыщенными культурный цветами. центр Дуслах, Ринат Шумшудинов и Ринат Каримов. Приветствуйте победителей конкурсов и привет другим регионам, которые к нам сейчас присоединяются. 2018. Алсу Кабурова, Замир Бексиитов, Лидия Мурсафарова. Проводим аплодисментами дорогих участников праздника для Один минус, что для того, чтобы выступления переключиться на крупный план, приходится переключаться Ваши через бурные селфи-камеру. аплодисменты нашим участникам. Ну что, вернуть цвета или оставить такие, как есть? Давайте. Кто вернуть, пишет вернуть. Кто оставить, пишет оставить. Сабантуй гарли, жия күрештері bu майдан. Бабайларның Все, тогда оставляем цвета, какие есть. Кунакчылға күшкен еллардан. На праздник собираются друзья, звучит повсюду музыка и смех. Татарская дружная семья радушно по-хозяйски встретит всех. На нашем празднике присутствуют почетные гости, и мы приглашаем их на сцену. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области, председатель правительства Омской области Бурков Александр Леонидович. Встречаем аплодисментами. Председатель Совета общественной организации региональной татарской национально-культурной автономии Омской области Маданьят Миниханов Радик Миникариевич. Слово для приветствия предоставляется временно исполняющему обязанности губернатора Омской области, председательству правительства Омской области Александру Леонидовичу Буркову. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю с этим великим праздником Сабантуй. Праздник окончания полевых работ, праздник, который восхваляет землю и тех, кто на ней живет и работает. Как-то так случилось, что в России это уже праздник многих национальностей. Его все любят.
все его обожают. В нашей Омской области сегодня проживает более 120 национальностей. И важно, что они все живут в дружбе и в мире. Главное, чтобы народ всегда чтил свои традиции. Тогда он сохраняет свою народность. И праздник Сабантуй — подтверждение этому. Дорогие друзья, у нас на празднике Сабантуй по традиции вначале идет сбор подарков, а потом гуляние. Поэтому я хотел бы от имени правительства Омской области вручить подарок руководителю общественной организации. Ради... Я хочу поздравить. Это сувенир, как положено по восточной традиции, чаепитие должно быть продолжительным и душевным. Поэтому я желаю вам действительно душевных бесед, душевного отдыха за столом с этим сервизом. Ну а победителю национальной борьбы Куреш, которая сегодня пройдет, мы вручаем один из интеллектуальных подарков, это планшет. Также передаю руководителю. Спасибо. И, дорогие друзья, я желаю вам всем сегодня хорошего настроения, хорошего праздника, мирного неба над головой, добра и солнца. С праздником вас! Спасибо большое. Hürmetli konaklar, milli bayramimiz Sabantuyni ashu ham qutlov uchun Sibir musulmonlarining diniy nazoratining muftiyi Shakirjanov Zulkarnay Shakirjan o'g'lina so'z beriladi. Для открытия праздника мы приглашаем на сцену муфтия Духовного управления мусульман Сибири Хазрата Шакирджана Зулькарная Шакирджановича. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я приветствую всех собравшихся на этот праздник. Приветствуем ислама. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам всем, добра и счастья. Этот Сабантуй сейчас стал всемирным, не только татарским, всенародным, как Александр Леонидович сказал. Поздравляю всех с праздником, желаю доброго здоровья, счастья, мира. Почему? Потому что мы от одного Адама и Евы. У нас нет разницы, какой мы нации, какого вероисповедания. Мы от одного Адама и Евы. Мы должны жить дружной семьей. Эту дружную семью сегодня в марте месяце показали россияне при выборе президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Я горжусь таким президентом. Когда Россия была наклонена на колени, он не сдался ни при каких натисках зарубежных наших друзей, в кавычки. И сегодня, в сентябре, опять у нас одна задача — выборы, сделать правильные решения. Выборы Александра Леонидовича. Александр Леонидович — человек, выставленный нам, чтобы выпрямить нашу область, Путиным Владимиром Владимировичем. Если мы в сентябре на выборах придем все однозначно и проголосуем, значит, мы доверили ему. А я думаю, мы все проголосуем за него. Я верю в него, как я верю в Аллаха. Когда мэр города Оксана Николаевна, инаугурация была, я ей сказал: Оксана Николаевна, если дома хозяйка чистоплотная, нормальная, дома все хорошо. Думаю, вы сейчас мать города, нормальную жизнь горожанам сделаете. А сейчас и хозяин намечается нормальным быть, иншаллах. И думаю, они вместе, хозяин и хозяйка, для города и для области сделают все, что возможно. Но мы должны для них ставить свои правые плечи в любых вопросах решения, поддержать их. Тогда
значит, хуббиль ватани миналь иман. Аллах Субханаху ва Тааля сказал, любовь к родине – это частица твоей веры, имана. Тогда, значит, мы искренние мусульмане, искренние люди. Ни в одной религии нет такого разглашения. Я желаю всем добра, мира, счастья и любви. Но любое собрание в исламском мире проводится чтение Корана, священных аятов короткой. Для тех, которые шли в иной мир, положив голову Второй мировой войне в украинских болотах, в других частях мира, заслужив мир, переданный нам. И мы должны это помнить, осознать, сохранить все это и передать своим внукам, правнукам. Если мы этот мир не сохраним, что мы скажем внукам, правнукам и другим? Я, с вашего разрешения, прочитаю цитаты из Корана и сделаем дуа за усопших и за наше здравие. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم ربنا يا رب فضل رحمة بلن وقلغانا يا تكريم أجير صوابنا رسول أكرم صلى الله عليه وسلم نرخنا أن أهل بيتنا صحابة كرامنا نرخلرنا إرشد dahşat gününde her kaysımız anın şafakatinde bulur nasip eylegen musalidir. Hasreten dünyadan koşkan ata-analarımız, akraplarımız, kardeşlerimiz ruhlarına eriştirip ruhlarını şad kıl, kabirlerini nurlu kıl, iman ehillerinden rıza bahil bulu, vaada kılga cennetlerini müyesser kılgan musalidir. Rabbana atina fid dünya hasene ve fil ahiretul hasene ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamir rahimin. Еще раз с праздником! Желаю мира, счастья и любви, чтобы мы одна семья сохраним мир, сохраним Омск, сохраним районы вместе. Спасибо организаторам этого праздника Сабантуя, спасибо главам области, города за предоставление такой возможности. Спасибо. Рахмат. Бикзур Рахмат Хазрат, Аллах Та'аля дуаларыбызны кабул етсин. Участников и гостей праздника приветствует председатель Совета общественной организации региональная татарская национально-культурная автономия Омской области Маданият Миниханов Радик Минигалиевич. Selamsız kadarıyla dostlar, hayırlı gün kelgan konaklar, Сабантуе бәйрәме мубарак болсын. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые мечи, гости нашего города. Вот уже 12-й год подряд, как мы с вами возродили Сабантуй на Омской земле. Сабантуй – праздник мира, добра, благоденствия. Хочется сегодня на празднике отметить огромный вклад правительства Омской области, администрации города Омска, правительства Республики Татарстан в организации данных мероприятий. Это дает нам всем показать культуру, традиции татар, проживающих на территории Омского Прииртышья. Я хочу сказать, что Сабантуй давно уже из национального праздника превратился в многонациональный праздник. И благодаря нам, присутствующим сегодня здесь, вне зависимости от вероисповедания и национальности, мы сегодня находимся на сегодняшнем празднике. Хочется пожелать вам крепкого сибирского здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и в каждый дом огромного счастья. Бикзур Рахмат Рахим Итагес. И разрешите, пожалуйста, от имени и по поручению региональной автономии Татар-Омской области всех татар Прииртышья вручить подарок
главе нашего региона Буркову Александру Леонидовичу. Этот наш национальный традиционный головной убор в знак признательности и дружбы. Александр Леонидович, знаете, как сказал муфти Хазрат, все плечи мусульман, татар Омского Прииртышья всегда будут поддерживать во всех ваших начинаниях. Бигзур Рахмат. Спасибо. Большое спасибо вам за поздравления. Почетное право поднять флаг Сабантуя 2018 предоставляется временно исполняющему обязанности губернатора Омской области Буркову Александру Леонидовичу и председателю Совета общественной организации региональной татарской национально-культурной автономии Омской области Маданият Миниханову Радику Минигалиевичу. Дорогие друзья, народный татарский праздник Сабантуй объявляется открытым. Давайте бурными аплодисментами проводим наших дорогих друзей. На сцене народная студия татарского творчества «Алмаз». Приветствуйте! Снова подключаем микрофон гарнитуры. И сейчас вот пока продолжается официальная часть на сцене, организаторы праздника Сабантуй будут показывать главе Омского региона, как вообще обустроены площадки этого праздника, которые, в общем-то, открываются, начиная вот с 13 часов. И во всех конкурсах, соревнованиях могут участвовать абсолютно все желающие, а не только представители татар. Таким образом, добро пожаловать, welcome на Зеленый остров прямо сейчас. Так, я надеюсь, меня хорошо слышно. Так, секундочку. Так, сейчас я достану второй смартфон, чтобы прочитать ваши возможные комментарии. Напишите пока, пожалуйста, как слышно. Все отлично слышно даже, да, вот говорят, слышат трансляцию. Родная Омская. Так. Так, ну здесь, я так понимаю, мы видим татарские национальные головные уборы, сшитые уже современными омскими мастерами. Видно, что с душой. Да?
Красивый. Поздравляю. Это интересно. А это хлопок просто. Ну как? Мы когда запрещены, и сейчас... Стараешься, а так пирога пескот? Корова, да? А это кто? Это товарищ делал. Да. Вот сзади стоит зеленый. Да. Давайте успехов вам. Спасибо, с праздником. Забыли списки где-то, а потом не помню. Уютно. Ну, расскажите. Ну, про люльку-то расскажите. До скольки можно качать? До 3. В легкую войти ребенок. Если у вас есть, пожалуйста, девочкам можем сейчас покатать. Ну, только сын, но уже не войдет. Хотите угостить чаем, чай налить вам? Давайте обязательно чай. Ой, подождите, а можно мне тоже? А мы, Пожалуйста, мы... здравствуйте. Давайте сюда налейте, мы здесь попробуем, да. Проходите. Сейчас я пройду. Татарский язык как государственный второй. Да, угощайтесь. Рахмат, Рахмат. Рахмат, не надо. Спасибо. Очень Так, ну вот так вот мы путешествуем в компании с губернатором по территории татарского праздника Сабантуй, попутно угощаясь лакомствами и разглядывая вот таких вот замечательных куколок. Знаете, как красиво. Красота. Тем временем уже татары предлагают губернатору станцевать народный танец. Куда пошла? Наша руководитель Гульнара Карабакова. Наша Иванова и наш руководитель. Она все делает на Исяннысыз. красотой. Она вот шьет, вот это ее все она шьет. Куклы вот она сделала своими руками. Очень вкусно. Спасибо. Это чтобы брови расправить. Поэтому и чувствую. Чтобы все реорганизовать. Все, огромное спасибо, Рахмат. Спасибо, Гульнар. У нас такой тренд, Оксанович, вот такие буквы написали Исяннысыз. Ага. Ну, или в Казани я уже Ух ты, какие красивые буквы. Интересно, что это означает. Красота.
планомерно приближаемся к Затону. Всем привет, спасибо за подсказку. Значит, это фраза на татарском означает «Исямесез». «Исямесез», правильно произношу? Это значит «привет». О, здесь уже горшки бьют. Левее, палку, левее сделай. Нет, правее. Вот. Теперь, бей. Теперь чуть-чуть левее. Прямо так, левее. Бей. Теперь следующий, вот иди на мой голос, поворачивайся. Вперед, немножко, вперед. Чуть-чуть. Теперь левее, палку левее. Чуть-чуть ко мне шаг сделай, чуть-чуть, вот, все. Левее, палку левее. Бей. Так. А тут несколько попыток, да? Три попытки. Видимо, кто-то перестарался, судя по всему, бить горшки. Тут же прыгание в мешках. В общем-то, лишний раз подтверждается, что народные забавы во многих культурах похожи, но здесь действительно уже хардкор такой, достаточно опасно, видите, стукаться мешками, сидя на достаточно высоком бревне. Ну, там, в принципе, внизу соломочка постелена, но все равно как-то я бы за своего сына переживал, если бы он мутузился бы с кем-то. Хотя, что, парни должны уметь падать и уметь группироваться. Так что для пацанов это точно полезное занятие. О, здесь же ребята из клуба Таэквондо, судя по их кимоно. Не бросай Глеба. Здесь у нас что? О, здесь у нас бои самые настоящие. Это, видимо... Это называется табок. Привет, Омск из Новосибирска. Привет Новосибирску из Омска. Ну да, действительно, если говорить о татарах, то это народ, образующий российскую нацию. Да и даже вот просто, если вот взять топонимику вот той местности, где мы живем, Омской области, ну, тут же сплошь и рядом тюркоязычные названия. Вот, Ишим, допустим, город, да, река Иртыш, ну и так далее. Проще назвать, что здесь названо не по-тюркски. Опять же, вот возьмем даже Крым, это же тоже тюркское название. Если брать то, как называли полуостров Крым греки, это была Таврида, да, звучит более по-европейски, но вот так вот закрепилось, и теперь это не Таврида, а именно Крым. Так что тюркским пропитаны многие топонимы нашей современной России. Это, к слову, о том, что действительно татарский народ является, ну, нациеобразующим, так сказать. Если уж говорить о перспективах все-таки сплавления всех народов в единую российскую нацию, то понятное дело, что татары — это одна из основных народностей, которые очень многие представители именно татар входили и входят в российскую элиту общенациональную и так далее. Так, а что мы, где мы сейчас? Мы на турнире на борьбе по пояса. Он еще не начался, сейчас парни просто тренируются. Сейчас подойдет главный судья турнира Салават Калимулин, родной брат Тимиржана Калимулина, погибшего уже года 2 назад. И главный судья
объявят списки, кто в какой последовательности выступает. А тут у борьбы на поясах есть свои особенности. То есть нужно, видите, как фиксируют пояса друг на друге соперники. Нельзя ставить подножки. И судья сейчас все эти правила расскажет. В виду, что каждый друг друга поясом обхватывает? Да, своим, обхватывает поясами, да. То есть руками можно только за пояс держаться? Да, да. Ух ты. И отпускать нельзя. Нужно круто. Крепко держаться. Круто, круто. Ага, ну здесь сейчас уже чемпионаты мира проводятся по борьбе куриш на поясах, да, на поясах борются обязательно, там Европа, вот у нас это самое, Мусаев, Шамиль, подойди, пожалуйста, вот у нас, вот расскажи маленько о себе, это самое, он самый такой известный борец, вот недавно выиграл чемпионат России, выиграл, приехал, да? В прошлом году в этом вторым стал. Какая весовая категория? 130. В состав сборной России входит это одна из сомских надежд на участие в Олимпиаде. Чемпионат мира есть или у нас чемпионат на поясах? Да. Ну, на поясах я, конечно, не шибко разбираюсь, вот в честь праздника пришел побороться. Но, насколько я знаю, тоже проводится. Сам греко-римской. Сам, да, греко-римской. Другой. Ну, проводится тоже по поясам, как бы сейчас популярно становится. Да. У нас, как видите, больше как праздник какой-то. Ну, вам надо все равно, чем больше это разных видов, тем легче. Разнообразие техники там должно быть что-то такое. Пусть способствует, ну, конечно. И как бы его участие, вот, конечно, привлекает и других борцов. Вот, допустим, вот, его все-таки имя известно уже в Омской области, не только в Омской области, а уже за пределами там это. Уже, видите, достаточно, да, зрелищная борьба. И, как вот сказал Камиль, здесь задача не отпускать пояс, которым обвязывается соперник. Таким образом, в общем-то, это борьба движениями тела, корпуса, ног, но руки зафиксированы. Как в футболе также нельзя, допустим, руками бить по мячу. Здесь вот руками нельзя, в принципе, что-то делать, потому что они просто как связаны за спиной соперника. У нас же есть Федерация борьбы на поясах России, Российская Федерация. У нас активно Татарстан, Башкортостан проводит турниры по борьбе на поясах. И там этот спорт больше развит в связи с тем, что это национальная республика, скорее, с большим количеством населения, тюркоязычным. И я думаю, в Омске многим приходится даже приспосабливаться к правилам, к условиям. Ребята приходят в честь своего тренера Тимирджана Мирхатовича и участвуют в турнире. Он испытал много парней. То есть благодаря, в общем-то, этому человеку все вот в Омске закрутилось по части вот этой борьбы на поясах, сейчас продолжает его брат Салават Калимулин. Из известных воспитанников Тимирджана это Ботнев. А изначально основатель погиб или что случилось? Он умер года 2 назад, ему 50 с небольшим лет. Достаточно молодом возрасте ушел, да. И второй год уже турнир носит его имя. Спартак, да, Спартак, да, вот. Это министерская школа, так что там хорошая база, в принципе, очень. По ушам видно. Вот назвали имени, ну, скажем так, борьба Тимирджан у нас был. Калимулин. Вот эти, да, Калимулин Тимирджан, мастер спорта международного класса, тоже чемпион мира, ну, скоропостижно скончался. Да, вот его брат, это самое, здесь Салават организовывает, молодцы. Утвердили кубок и вручаем Батыру еще кубок имени нашего прославленного. Кстати, пацаны, вас? Ну, да, ну я как бы это самое, мне совсем другой, я работаю. Так, ну на сцене, если вы спрашиваете про сцену, которая там осталась вдалеке, то мы туда еще вернемся. Но сейчас там танцуют национальные коллективы в соответственных нарядах, и мы немножечко даже с вами успели посмотреть. А сейчас вот видите, мы можем наблюдать, как два новых... Так, сейчас, секундочку. Два новых соперника вот начинают бороться на поясах.
борьбу, ну, часа 2-3 где-то здесь будет это самое. Не, я имею в виду вот, на склад. А пока не поборется, пока да? это самое. То есть это может затянуться 10 минут, 5, то есть. Да, пока кто не. То есть главное, чтобы был бросок. Да. Идет в спину должен положить, да? Да, повалить это самое. На туше, да? Да, на туше. А должен прижимать? Нет, все. То есть просто бросок и все. Бросил, вот и все. У вас давайте борьбы. Скажите, вот спрашивают зрители, до скольки часов будет длиться этот праздник? До 6 часов вечера, да? Так что, да. Только вот не поехала, вот сегодня меня Одесса открывала. Я с тобой. А как, кстати, читают? Ребенок? Так, ну что, идем, наверное, теперь уже к сцене. Ну, также, помимо Сабантуя, в любое другое время, вот работает веревочный парк. Но с этими аттракционами мечи, думаю, знакомы и без этой трансляции. Наша, наверное, задача же посмотреть, что там, может быть, еще не застали, пропустили. Может, люди готовились к этому празднику. Вот как, наверное, для нас Масленица, так же вот для татар Сабантуй, если можно так вот сопоставить. Так, ну все, движемся назад к сцене и посмотрим, что там происходит, какие коллективы выступают. Для вас в эфире работаю я, Юлий Макаров, и хочу сказать, что после окончания этой трансляции у нас с вами еще 2 эфира сегодня. В 4 часа дня мы с вами окажемся на Молодежном Арбате, посмотрим, что это такое, с чем это едят. В 10 часов вечера, в 9 даже, наверное, мы с набережной сделаем прямую трансляцию общегородского выпускного. Это все дело будет идти также из типичного Омска, как и этот стрим. Так что, если непосредственно сами не пойдете на мероприятие, то можете посмотреть эти трансляции. Соответственно, в 4 часа Молодежный Арбат и в районе где-то 9 вечера общегородской выпускной. Ну а мы с вами продолжаем экскурсию по татарскому Сабантую в городе Омске. На часах 13 часов 41 минута. Праздник в самом разгаре, так что присоединяйтесь. Все здесь будет длиться до 6 вечера. Отменного плова настоящего. Не проходит. Че почем? 150 салатом с хлебом. Плов настоящий, уважаемый. Да. Супер плов. Супер Не плов. пожалеете, попробуйте. Отлично. Это Ну, стрим, да? Это стрим, да, так что я сейчас вы можете пока рекламу сделать, да, и если кто-то подойдет, он сможет понять, куда идти. Выглядит все очень аппетитно, замечательно, красиво. А вот уже готовые шашлычки, соответственно. Отменного плова кому? Отходите, красавицы. Супер, здравствуйте, с праздником вас. Плов настоящий, спасибо. Попробуйте, не пожалуйста. Давай, сколько вам, красавицы? Давай. А тут что почем у вас? Что почем? 50 рублей, да? А это сладости, да? Так, вот. Турецкие? Так? Турецкие сладости по 50 рублей. Вот и, соответственно, один стаканчик с черешней или с клубникой по 100 рублей. В общем-то, с точки зрения цен на фастфуд, вполне себе адекватная цена, я считаю. Ну а мы с вами движемся дальше к сцене. Я надеюсь, меня слышно. Если будет совсем не слышно, я подключу новую гарнитуру. Ну и пишите в комментарии, где еще побывать здесь, что посмотреть.
Да, вот это половешник. Так что, если бы я сейчас был хотя бы немножечко голоден, я бы обязательно себе купил. И тут знакомые ездили в Петропавловск вот буквально на днях. И потом просто нахваливали, как их встречали там и чем угощали. Все-таки, да, умеют татары и вообще восточные народы готовить блюда, особенно из мяса. Все-таки сотни лет опыта. Ну, а здесь уже, как мы видим, видите, одной сцены мало, и все желающие могут присоединиться к танцу, что они и делают. Айгуль Гордиславова! А наш праздник жарко, наверное, да? Есть такое. Благодарности в адрес наших партнеров, которые предоставили замечательные призы и подарки. Фонд развития Омской области имени. Так, ну что еще показать, рассказать? Официальная часть как бы закончена. Вот детишки, смотрите, какие милые. Вы в прямом эфире. Производственное объединение чудотворных источников и компания «Омскдизель». Мероприятие проходит при поддержке правительства Омской области и осуществляется на средства гранта, предоставленного администрацией города Омска в рамках ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска. Рахимитовец Буслар, Ямиля Булсан, Шатлык Тулсан, Вырлак Тулсан, Савантуй. А для вас сейчас выступает Риана Амирбаева. Ренат, ну что еще тут стоит посмотреть? Вот мы вроде сейчас, как бы обошли и то, и это. Я, насколько понимаю, площадки начинают многие работать. Так, сейчас мне звонят. Можно, в принципе, Аниса, скажи, где начали работать площадки, куда мы... Площадки работают на той аллее. Сейчас пойдем. Вдоль реки. Хорошо. Мы сейчас двинемся к реке, там начинают работать площадки. Что, пойдем? Да. Ну что, идем, да? Так, если мы в принципе отойдем подальше от музыки, то можем даже не использовать гарнитуру, будем общаться, нас будет с тобой прекрасно слышно, это будет гораздо удобнее, чем вот все делать через гарнитуру. Я понимаю, все-таки. Но тут уже зрители оценили плов, сказали, вот это половешник, да, и, в общем-то, и цены демократичные, в общем, ну, обычные для Омска. Зрители, которые на Зеленом острове, могут только смотреть и облизываться, пока они не приехали сюда. Ну да, а время-то еще до 6 вечера. Уйма. Пиво стреляет. Даже если кто-то собирается на Молодежный Арбат, может начать сегодняшний замечательный, кстати, погожий день с визита на Сабантуй, и потом продолжить, вот как я, Молодежным Арбатом, а завершить на общегородском выпускном и любоваться салютом вместе с другими зрителями. Юлий вообще человек с нескончаемой энергией, который может раз Не, ну здесь-то я буду делать перерывы. Ну а насчет того, чтобы транслировать 7-8 часов, наверное, все приходит с опытом, так же, как и опыт ведения прямых эфиров. Если сначала, даже после 1 часа,
морально весь вымотан, да, то потом, ну, так же, как вот смотришь, как дерутся, допустим, там, в муай-тай люди, да, там, или особенно борьба, когда просто тоже удивляешься, сколько в людях энергии, ну, все приходит с опытом. По 5-6 часов. Вот начиналось соревнование с коромыслами. Да. В ведрах вода. Так. Нужно одеть коромысло, нацепить ведра и на определенное расстояние обогнать соперника. Очень забавно, люди обливаются, бегают, носятся, и взрослые, и молодые. Ну, про Ice Bucket Challenge. Так. Даже я могу Юлию дать возможность побегать с Федором, если он хочет. Ну, тогда мы, наверное, с тобой посоревнуемся, я так понимаю, да, и дадим кому-то стремянку, только если так. С детьми Юля соревноваться не хочет. Я смотрю, тэквондошники успевают отдыхать, нацепили ведра, бегают. Так, смотрим. У нас в Башкортостане Сабантуй проходит на природе, скачки, борьба и т.д. Может быть, у вас также, не знаю, с праздником сибирские татары. Да, расскажи, у вас же еще впереди намечается что-то очень важное, так я понимаю, уже. Это областной Сабантуй в деревне Ташитканы в Тиврийском районе. Туда съедутся северные районы. Сейчас на минуту оторвусь. Да, Камиль у нас просто еще соорганизатор данного мероприятия, поэтому совмещает помощь в ведении прямого эфира с помощью дальнейшей организации праздника. Да, то есть спрашивают, это где? Ну, то есть сейчас мы находимся еще в Омске, в парке Зеленый остров, а областной Сабантуй будет в Тиврийском районе, правильно? Это Северомском. Да, сколько часов от Омска на машине туда? Ну, на машине, я думаю, часов 6-7, смотря как ехать. Ну, а по-другому ни на чем и не доедешь, правильно? Да, у нас нет другого транспорта. 6-7 часов пилить, да? То есть это просто по перелесочкам, по проселочкам, ну, то есть такие дороги. Это еще не самый край Омской области, еще и дальше есть Усть-Ишимский район, и дальше начинается Тюменская область. Но на самом деле татарам удобно на севере собираться в точке, какой-то проводить областной Сабантуй именно там. Ехать до Омска всем районам, всем представителям ансамбля. Я так правильно понимаю, что вот получается еще севернее уже начинаются Васюганские болота, там в основном никто не живет, а и уже севернее начинаются Ханты, Манси, и это тоже тюркоязычные или нет уже? Вот как вообще вот у вас с Хантами и Манси? Тюркоязычные Силькупы, которые близки к сибирским татарам по своим корням родословным. Ну, то есть все-таки Ханты, Манси это совсем уже другая история заселения, образования их там, да? Немножко другая. Силькупы близки к сибирским татарам, насколько я помню, из рассказа этнографа, которая проводила на днях татарской культуры в марте. И на самом деле есть рассказы, есть фотографии, утверждающие того, что Силькупы, представители с Ямала, да, приходили к нам в гости в Омскую область в начале еще 20 века. Месяцами шли люди, сплавлялись по реке, успевали охотиться, там, добывали пушнину. И все это по пути продавали, с чем-то зарабатывали. Я вообще удивляюсь. Тут люди не могут из миллионного города выбраться на окраину за 30 километров, поставить палатку и просто переночевать. Почему не могут? Ну, кто-то выезжает, кто-то не хочет. Да просто привычки нету, да. Нет такой привычки. Вот мы ездили с палаткой, да, к примеру, на Алтай. Вот, переночевали палатку, в итоге там -3 было ночью, замерзли, пошли в машину греться. Потому что во всем важно еще обмундирование, правильно? Да, и подготовка человеческая, как вы одеты, как вы готовы переносить вот такие условия экстремальные. А вот у нас ребята на Подойдем. Ты, по-моему, уже снимал, транслировал, я смотрел в эфире. Да. Задача ногами держаться за столб. Ну да. В руках, в одной руке подушка. Да тут вообще, смотрю, везде силанок развивается. Что борьба на поясах силанок, что здесь все-таки, наверное, потому что все, как бы, ну, татары это, ну, наездники, да, и поэтому... Я бы это сравнил с конем. На коне, да, и поэтому очень важно обхват иметь мощный, да. Потому что то, как ты обхватываешь коня, вообще зависит твоя выживаемость в условиях вот, конкуренции племен, если говорить про, ну, раньше, ну, про... В сельской местности не нужно больших каких-то условий создавать, просто достаточно вкопать 2 столба, положить еще одно бревнышко сверху. Вот даже девчонки мутузятся, вот. Можно сами наблюдать. Как-то они жалеют друг друга. Да.
Сильнее надо бить, размахиваться. Ну сейчас кто-нибудь разозлится и уже Можно начнет сверху на самом бить. деле. Всё. Да, падать не разрешают. Ну хотя можно было бы солому еще сильнее постелить, и тогда уже можно было в нее падать. Для детей это большой рост. Я вот могу спокойно, у меня ноги практически до земли достают на таком бревне. В общем, да, вот желающих нет отбоя. Детишки смеются с детишками. Салям. Меня тут все узнают, здороваются. Вы хотите в прямом эфире рассказать про Сабантуй? Равиль, подходи. Подходи в прямом эфире. Привет, Это Равиль. привет. Я из Казани. Я приехал специально на Сабантуй, потому что это мой родной город. Всем привет из далекого Татарстана. Ну не такого уж и далекого. Что там ехать-то? Меньше суток до вас. 2000. Равиль, как проходит Сабантуй в Казани? В Казани проходит на таком же уровне. Я думаю, он не отстает в этом плане. И игры, и веселье. Самое главное, это, конечно, компания. Ну вот здесь представители из Башкортостана в комментариях хвалились, что у них зато это все дело на природе и, соответственно, возможностей больше. Но я так понимаю, что в Татарстане тоже один Сабантуй проводится в Казани, а есть еще Сабантуи по Татарстану. Сначала идут Сабантуй в деревнях, потом районные Сабантуй, потом уже районные собирают именно в городском центре. Все собираются и празднуют, отмечают. Так, ясно, ну все передают вам привет. Сколько, кстати, нас человек смотрит? Вот я благодаря новой схеме трансляции все в ней хорошо, но я не вижу, сколько в онлайне. 130 в онлайне. Ну, хорошо, учитывая, что мы уже больше часа находимся в прямом эфире, очень даже неплохо, значит, что данная трансляция вызывает искренний интерес. Что, куда пойдем еще? Можем дальше пройти. Я Пошли. вижу, где-то били же горшки. Мы смотрели экстренно. Да. Горшки бы я побил. Вот я тебе сейчас даже предоставлю такую возможность. Ну и пойдем. Вот на мешках девушки соревнуются. Одевают мешки. Это очень неудобно. Я как-то пробовал, когда мы шили мешки такие, заказывали. Вот смотрите. Люди падают, спотыкаются. Сейчас посмотрим. Поскакали. Опа. А вот я буквально 20 минут назад проходил мимо этого черенка и думал, что природа его образования здесь это, что кто-то слишком сильно перестарался, когда бил горшки. А может так и есть, а потом приспособили как финиш для прыгания в мешках. Или парк не готов к проведению праздника. Ну нет, вряд ли. Я думаю, такая одиноко лежащая палка бы, не прошла бы мимо внимания. А может быть, все горшки закончились и... Вот, так скорее всего и есть. Вот мы видим, мы можем, как настоящие такие неоархеологи, то есть неоархеологи это люди, которые могут производить знания о самом недавнем прошлом. И вот, допустим, что нам говорят эти следы на асфальте. То, что горшки действительно закончились, потому что в отличие от других соревнований, здесь есть исчерпаемый ресурс. Вся посуда разбита. Конечно, вся посуда разбита. Это, как говорится, мешки новые не надо людям давать, в которых они прыгают, а вот горшки надо. Там есть тэквондо Алмаз Герфанов, наш клиент. Ну, пойдем. Клуб. Второй год подряд он приводит своих воспитанников. Так. О, тут уже что-то там... Мы что-то пропустили? Да, тут зрители погодой мериться начали, у кого сколько. Перекличка такая погодная. У нас достаточно комфортно, в Омске не жарко и не холодно. Вот смотрите, мы не любим туч, потому что мы очень вчера опасались, если будет дождь, если нельзя будет провести спортивные состязания. Ну видишь как, сегодня буквально с утра-то дождь он и был. И вообще такая погода, на самом деле, она более приятная, чем когда у нас прямо стоит сплошняком жара. Потому что сейчас тепло достаточно, солнышко так припекает, но при этом есть чем дышать, приятно пахнет природой. Да. Это лишний повод выйти на улицу, потому что я считаю, что в Омске, особенно при таком коротком лете, оно уже по определению будет короче, потому что у нас май был как ноябрь, да, как мы шутили. Соответственно, затяжная весна просто сделала нас совершенно белокожими даже к середине июня, да, можно. Постараюсь найти Алмаза Герфанова, руководителя. Хорошо, а я пока здесь постою. Так вот, я мысли хотел закончить, что приезжаешь в любой регион, и можно понять, как давно там наступило лето, просто по цвету кожи прохожих, особенно девушек, потому что, естественно, девушки красивые, любят быть загорелыми. Соответственно, если у них это не наблюдается, значит, весна в регионе действительно была очень холодной. И вот это как раз история про Омск 2018 года.
Да, конец июня, плюс 18. Но, честно сказать, мы настолько привыкли к холоду, что для меня эти плюс 18, ну, комфортно, как будто 28. А вот если бы было 28, то я бы, наверное, в своей курточке бы просто взмок. Ну и заодно люди не устают. Смотрите, как дети мутузятся, да? Мощно, да? Сердобольные родители аж переживают, как дети друг друга мутузят. Ну, у них-то удары слабенькие, все-таки дети. Только самоотверженность. Самоотверженность, да, мощная. Вот, слава богу, что в таком возрасте детям трудно себя друг друга покалечить, и это позволяет производить подобные бои. А если бы с такой самоотверженностью им было лет бы по 20, вот тогда бы, да, это уже было бы очень кроваво, да. Детей нужно вот с раннего возраста привлекать вот к такому спорту силовому. Парни должны уметь постоять за себя, должны воспитать вот себе дух, чтобы не бояться других мужчин, можно так сказать. Чтобы могли постоять за свою женщину. И за женщину, конечно же, надо постоять. Да, и с другой стороны, не надо забывать грустной фразы, что сталь любит тех, кто любит бокс и любит бег. Люди, которые очень в себе уверены в плане единоборств, очень часто забывают, что ножей и пистолетов никто не отменял, и поэтому чаще рискуют и попадают в неприятные ситуации. Это, конечно, огромный минус, кстати, о котором мало кто говорит. Что вот занятие спортом растит самоуверенность, и парень думает, что ну что это дохлики, я с ними разберусь, а потом этот дохлик просто вытаскивает нож и все. Ну, многие спортсмены, насколько я знаю, даже по себе, не стараются вступать в конфликты, даже если имеют физическую возможность, имеют подготовку. Более того, что если у спортсмена есть официальный титул, если он применит свою силу, это может быть скорее отягчающим обстоятельством, потому что он знает о том, что он профессионал, и таким образом ты как будто бы носишь с собой постоянно оружие и несешь огромный груз ответственности, да. У меня была интересная ситуация на пляже вот буквально год назад. Вот жена сейчас моя админит комментарий, она тоже была в курсе этой истории. Когда просто стал на нас задираться перепивший, может быть, очень-очень-очень бывший ВДВшник, достаточно заплывший от регулярного употребления пива, но не потерявший своей уверенности в себе. И, в общем-то, вот конфликтная ситуация была между мной, им и также супружеской парой достаточно в возрасте, вот, которые вдруг тоже вошли в этот конфликт, ну, скажем, на нашей стороне. В итоге я просто удивился, когда, вот, казалось бы, мужчина уже в возрасте просто двумя ударами, ну, практически положил этого экс-ВДВшника, так сказать. Обнаружилось, а я думаю, почему его жена останавливала не лезть в конфликт? Оказалось, что они просто работают тренерами по дзюдо, представляют федерацию по дзюдо Омской области, так и познакомились, и, соответственно, жена переживала, как бы в агрессивном состоянии ее муж действительно не наломал дров. Вот так вот и приходится жить спортсменам, когда ты можешь воплотить свои навыки, но воплощаешь их исключительно на ринге, что и есть правильное спортивное поведение. Также, наверное, как у врачей есть клятва Гиппократа, у спортсменов должны быть вот такие вот понимания, отношения к жизни и ситуации в возможных конфликтах за рамками ринга. Так, ну что, мы еще, может, где-то что-то посмотрим? Алмаза я, к сожалению, не застал. Видимо, алмаз. Вот алмаз, пожалуйста, мы его как раз искали. Да, у нас прямая трансляция. Мы в прямом эфире ВКонтакте. Руководитель спортивного клуба «Алмаз». Федерация Таэквондо ТИ в городе Омске. Так. Алмаз, вы у нас второй год уже. Что у вас вообще привело? Почему вы оказались здесь, на Сабантуе? Праздник татарский, народный. Мы всегда рады. Вот нас приглашают. Думаем сделать эти соревнования у нас традиционными. Ну, то есть получается, что это как раз вот иллюстрация того, что Сабантуй становится уже, ну, таким интернациональным, международным, потому что, ну, как бы тэквондо, оно же вообще, ну, и не татарское, и не русское, а оно вообще все-таки с Востока, правильно я понимаю? Корейский. Корейский, вот. Таким образом, самые лучшие практики разных народов вот так вот сплавляются и вот образуют вот такие интересные вот истории. Вот. Ладно, спасибо. Посмотрели, ребята у вас прям самоотверженно бьются. Хорошо, что у них вес такой маленький. Если бы с такой самоотверженностью им бы было лет по 20, это бы уже, наверное, без увечий бы не обошлось. Поэтому... Старшие ребята у нас на каникулах. Да, ясно. Ну все, спасибо. Так. Ну что вам показать, еще рассказать? На часах уже 2 часа дня. Через 2 часа я буду
на Чекана-Валиханова вести прямую трансляцию с молодежного Арбата. Так что, если у вас планы на сегодняшний день еще не определены, подъезжайте, проведем эту трансляцию вместе. Как сами понимаете, гораздо интереснее вести эфир, общаясь с кем-либо, а не просто вести одинокие монологи за камерой. Это что у нас? Ну вот кафе здорового питания Говинда. Вот, пожалуйста, Говинда это что? Это все-таки из Индии. И, соответственно, вся вот эта стилистика это индийская. Дополнительная иллюстрация того, что как Сабантуй сплавляет традиции совершенно разных народностей. Да, только что вот отошли от площадки, где было тайквондо родом из Кореи, а теперь вот идея здорового питания, идея, как это сказать, вегетарианства, это все-таки уже Индия. Здравствуйте. Да. С кафе здорового питания Говинда мы регулярно видимся в наших трансляциях. Последний раз в библиотеке имени Пушкина, а теперь рады приветствовать вас на... Мы не библиотека Пушкина, мы правительство Омской области вообще. Мы любим правительство Омской области. Надеемся, что пенсионный возраст правительства Омской области опустится. Вы же сами понимаете, что не в компетенции правительства такие вопросы, да, Омской. Проходил губернатор, на самом деле, это его живой взгляд, добрая улыбка, и мы будем голосовать за него. Отлично. Так, ну а здесь у вас, значит, что у вас тут? Мы стараемся подготовиться к татарской кухне, поэтому у нас морская закуска. Ну вы же все равно не можете самым главным пожертвовать. Вы не можете себе позволить мясо, правильно? Не, поэтому мы подстроились. У нас тут морская закуска, если вы попробуете, от рыбы не отличается, но это в листиках нори, жареный сыр. Говорят, что сильно похоже. А еще ни одна рыбка не пострадала. Сосиска в лаваше есть. Это сосиска-то из чего? Из сои? Нет, это пшеничный белок. Вы будете, если кушать сосиску, то будете подкачиваться. Понятно. А тут у вас чай имбирный, да? Да, попробуйте, кстати, можете. Ой, с удовольствием. Вот имбирный чай бы я попил. Пить очень хочется. У нас эфир больше 1,5 часов уже идет, и пить действительно очень... Выпечка называется «Никому не больно, курица довольна», потому что она без яиц. Угощайтесь с булочкой. Вкусный чай. Я вообще обожаю все имбирное. Да? Я этот имбирь могу грызть просто как сам по себе. Какой вы хотите? Ну давайте, не знаю, какая вкусная, давайте. Осторожно, вызывает привыкание с первого раза. Я понимаю. Вот у нас такой тест-драйв. Все, баларамов нету уже. Тест-драйв кухни кафе здорового питания Говинда. Но хочу сказать, что да, имбирный чай действительно крутой. Очень вкусный. Я все обожаю такое. Тогда вот, может, я кунжут, кстати. Я за кунжут. Так, ну все. Берем кунжут. Вот. И употребляем, так сказать, Наш десертик непростой, он заряжен добротой, нежнее пены краше роз. Вам в сердце просится до слез. Вспоминали, да? Еда, наслаждение, десерта объедение. Вкус вкусняшек испытай и жизнь блаженную узнай. Это фристайл? А? Это фристайл был? Это что такое? Это, ну, импровизация? Нет? Знаю. Наверное. Понятно. Если ты идешь, скучаешь и слюну свою глотаешь, ты в Говинду забегай и жизнь блаженную познай. Ну не еда, а наслаждение. Ну не имбирек, а наслаждение. Угощение. Кстати, пользуясь моментом, спасибо большое. А там есть этот специальный. Так, пользуясь моментом, также проанонсирую, что проект «Валим в область», у которого был пока только пилотный выпуск, продолжается. Компания «Феникс Авто» заявила об огромном желании спонсировать подобные поездки в Омскую область, и поэтому следующая поездка состоится в воскресенье. Мы поедем по следам солнцестояния в Окунево. На самом деле понятно, что самые главные мероприятия на солнцестоянии разворачиваются прямо вот сейчас уже. Ну а вы видите, сколько мероприятий в городе, они просто не отпускают. Но завтра мы садимся в новенькие машины тест-драйвовские от компании «Феникс Авто» и едем на север Омской области. Смотреть, изучать, насколько интересно отдыхать в Окунево не только в праздник, а в любое другое время. К нам, кстати, можно присоединяться, но об этом мы сообщим дополнительно, как, на каких условиях и так далее. Все это будет снабжаться прямыми трансляциями также, и будет финальный итоговый репортаж, который выйдет, ну, скорее всего, вечером во вторник. И еще раз напоминаю тем, кто, может, только присоединился к нашей трансляции. Сегодня у нас в планах через 2 часа оказаться на улице Чекана-Валиханова, это молодежный Арбат. Далее мы с вами окажемся
в районе 21-22 часов на Иртышской набережной, куда будут стекаться после своих локальных школьных выпускных омские выпускники, чтобы принять участие в большом общегородском выпускном. И закончится наш сегодняшний день феерии, салюта для выпускников на Иртышской набережной. Вот такие планы на сегодня. Ну а сейчас, наверное, еще финальный росчерк по Сабантую. Посмотрим, сколько людей уже сюда подошло, что происходит на сцене, и будем понемножечку прощаться. Точнее, не прощаться, а говорить до свидания, учитывая планы на сегодняшний день. Сегодня только первая трансляция из 3, все остальные будут проходить тоже на Зеленом острове. Да, Камиль, есть что сказать и посоветовать еще посмотреть? Еще, я думаю, у нас должен быть вертикальный столб, я могу даже показать. О, горизонтальный столб я уже видел, на нем мешками стукались, а у вас еще есть вертикальный, да? Пока участников нет, мы подождем, как кто-то появится. Что у нас еще такого интересного происходит? Борьба, кстати, турнир по борьбе сейчас начинается. Подожди, а то, что мы видели, это что было? Ну, это подготовка, разминка. На поясах? А, ну то есть просто на той же самой площадке будет турнир, да? Так, а вот что мы принципиально не видели? Все-таки мы посмотрели, как проходит борьба на поясах, да? Мы не видели посмотреть районы, где у нас выставлены. А, то есть примерно так же, вот как у нас было недавно в Конгресс-холле, да, точно так же. Но здесь, наверное, районы только северные, в которых существует достаточное количество сибирских татар, правильно? Да, сейчас не так много приехало. И где? Пойдем, посмотрим. Мы, кстати, блюда пробовали, нет? Блюда, ну вот я пока блюда именно татарские нет, но можем подегустировать. У нас мы в прямом эфире, возможно, что-то скажете, всем обратитесь к татарам по поводу Сабантуя. Ну, поздравляю татарскую часть мусульманской уммы с таким светлым праздником Сабантуй. Это очень веселое, очень позитивное мероприятие, скрепляющее между собой не только татар, но и все народности нашего многонационального региона. Вот. Всем отличного настроения, мир, дружба, май. Что вам вот на этом празднике больше всего понравилось? Какая из площадок? Только пришли. Только. Пока еще не ознакомились. Да, я думаю, в процессе ну, через часов мы уже будем готовы выдать результаты. Отлично, спасибо. Ну что, мы можем подегустировать, кстати, если я тут уже просто начал дегустации, вот, ну вот можем продолжить. Вот издали книгу. Пожалуйста, мы в прямом эфире, можете рассказать. Ну, мы издали книгу Манви Шиховой. Она эту книгу закончила 9 лет назад. В Большереченском районе есть село Яланкуль. Это о жителях Яланкуля. Очень интересная книга. Вот она почетный историк, краевед, почетный гражданин Большереченского района, отличник народного просвещения. Она всю жизнь занималась генеалогией татарских родов Омской области. Вот, допустим, вот эта фотокарточка 15-го года, татарская женская медресе. Есть здесь фотография дореволюционные. Еще, что я вам... И даже есть участники Первой мировой войны. Это 14-16 год, да, в Риге. Тщательно, получается, законспектированы истории людей, которых объединила жизнь вот в селе Яланкуль, да? Я правильно понимаю? Да. На основе дневников записей с 42 года и до 2009 года. Я знаю, вы же не могли долго напечатать книгу. Да. Вот, наконец-то, с помощью Светланы Николаевны Карусенко, это дочь Томилова, именно они занимаются сибирскими татарами, то есть коренными жителями Омской области. Это наш институт этнографии. А вы купите такой? А сколько стоит у вас? 500 рублей. Ого. Почему? Я должна издательством рассчитаться. Понятно. Потом у нас останутся книги. Но я почему-то думаю, что татары, которые ценят свою культуру и историю, они заплатят эти 500 рублей именно чтобы поддержать вот такое движение, потому что это труд людей и так далее. Ставить телевизор, потом, когда рассчитают. А каким тиражом вы смогли напечатать сейчас? 500. 500, да, хорошо. Ясно, спасибо вам за вашу презентацию. Я подойду, я сегодня весь день до вечера еще. Да, я думаю, вы меня поддержите, чтобы я могла до 1 августа рассчитаться. Рекламу в интернете. Кстати, был у нас освободились. Так, ну пойдемте подегустируем. И пообщаемся.
Бишбармак, Кумыс, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы в прямом эфире ВКонтакте. Так. Что интересно можете рассказать вообще про Баурсак? Это, я так понимаю, казахская кухня? Это казахская кухня. Баурсак – это национальное блюдо. Вот. Также у нас есть, вот мы приготовили национальное блюдо бишбармак. Бишбармак – это сочень, тесто, мясо, конина и копченая колбаска. Вот, пожалуйста. Что-то попробовать можно, да? Или как? Пробовать как бы мы не Ну, ясно, все. Вот лечебный напиток Кумыс, пожалуйста. Вот. Очень полезно, у кого гастрит. Очень полезно. Люди пьют и оздоравливаются. Мы за здоровую нацию. Вот, ясно. Пожалуйста, приходите. Спасибо. Сейчас будем готовить. Пожалуйста. Так, ну что, движемся дальше. Тут вот видите, уже идет сплошная монетизация контента. О, посмотрите, ну просто плов, вот плов это действительно то, что можно не только есть, а просто смотреть. Здесь я соглашусь. Посмотрите просто, как это красиво. Какие кадры, да? Шикарно. Красиво. Очень красиво. Вот такой вот наваристый плов. И ингредиенты к нему. А запах. Жалко, что вы не слышите этот запах. Тут даже сытый станет голодным от такого замечательного запаха. Красиво, очень красиво все выглядит. Так, ладно, движемся дальше. Плова много. Каждый готовит на свой лад. Огромные казаны. Полгорода прокормить можно, исходя из такого количества еды, сконцентрированного на одной площадке Сабантуя. Ну что ж, я думаю, что... Так, что для тех, кто будет смотреть данную трансляцию в записи, все-таки не стоит слишком сильно перегружаться, тем более у нас еще много других интересных трансляций. Так что спасибо, что были с нами. Спасибо огромное Камилю Сайфуллину, что смог принять активное участие в нашей трансляции, за счет чего она стала информативная. До новых встреч в эфире. Я думаю, Камиль и дальше будет приглашать нас на общественно-творческий праздник. Хорошо провести сегодняшние эфиры, которых у него 2 или 3, я уже сам сбился со счета. Ну все, ладно, Камиль, давай, счастливо. Все, всем пока, с вами в эфире работал я, Юлий Макаров, и до встречи буквально через 2 часа на Чеканова-Лиханова, где будет молодежный Арбат. Встретимся также в паблике «Типичный Омск». Все, пока.